И, как уже говорили, выбирать, смотреть знания, правильность знаний и применение, богобоязненность, нрав этого человека. Если, так скажем, и пользоваться будете как основной источник информации, а возможно даже войдя в контакт, человеку, у которого можно спрашивать какие-то знания, спрашивать вопросы религии и так далее. То есть каждый, в принципе, должен искать себе наставника. Не получается так просто, скажем, с интернета скачал и все. Даже в плане такого, так скажем, любого материального, оно могут какие-то советы сработать, но то, что нужно подходить комплексно, оно не будет работать. Как, например, медицина, самолечение. Есть люди, которые, мне, говорит, не нужен врач. Я симптомы забил в интернете, мне вышли статьи, я все почитал, себе диагноз поставил, лечение взял, и я лечусь. Лечись дальше, долечишься. То есть должна быть база, понимание, основание, правила и тогда. А человек в этой базе, которой нет, он обязательно ошибется. Поэтому в шариате, в исламе нельзя самому человеку, не имея на это права, не имея на это инструментов, решать вопросы шариата. То есть, что можно, что нельзя и так далее. Поэтому пользуйтесь той возможностью, когда Аллах Субхану ва Тааля привел вас сюда, собирает, тем более здесь, инша Аллах, ангелы собирают, которые собираются вокруг нас, инша Аллах. Начнем, Томак Карабашада, насколько хватит, заново перезапустим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. И снова мы продолжаем воспитывать, инша Аллах, свой иман, свое сердце, чтобы получать удовольствие Аллаха Субхану ва Тааля. То есть искать те возможности, те пути, как начнет оживать наше сердце от того, когда мы слышим аяты, хадисы и начинаем их применять. То есть стараемся ответить на вопрос «как?», не что и почему, а на вопрос «как?», инша Аллах. И инша Аллах, самым правильным будет решением начать движение к Аллаху Субхану ва Тааля с покаяния, с очищением. То есть как человек, который хочет построить хорошее, крепкое здание, он готовит основание, место для фундамента. И если на этом фундаменте стояло какое-то здание, какие-то сооружения, которые ему не нужны, он их сносит, зачищает площадку и закладывает на этом месте новое основание. Так и важно нам, тот багаж, который шел с нами, а в этом багаже однозначно есть то, что не является приветственным со стороны религии, не является то, что любит Аллах Субхану ва Тааля, то, что может стать аргументом против нас, нужно что делать покаяние. И, инша Аллах, это будет начало успеха. На сегодняшний день очень много говорят про успех, очень много говорят про то, как быть успешным в этой жизни. Есть, так скажем, есть даже термин «успешный успех». И это очень сильно распространено среди тех, которые далеки от ислама. Но так как верующие находятся в этой среде, они тоже подвергаются этой тенденции и начинают гнаться за успехом. Наблюдая за такими людьми в соцсетях, смотря их в жизни, проявляя какую-то, может быть, зависть, а может и не какую-то зависть к тому благосостоянию, в котором они находятся вот сейчас, люди начинают
что бежать за этим трендом, за этой тенденцией. И что человек забывает о том, что природа человека ошибающаяся. Только в его понимании появляется только успешный человек, является достойным уважения, достойным любви, принятия и так далее. И вся жизнь обращается в гонку за успехом. И когда человек в большинстве случаев не достигает этого успеха, потому что даже те, которые показывают успех, большинство это видимый успех, нарисованный успех, и даже люди вроде бы, я которых знаю лично, достаточно вроде бы серьезно в религиозном плане, начинает туда скатываться, начинает приукрашивать то, что у них. В принципе, говоря про то, что не совсем оно есть, говоря, есть, да, классно, работает и так далее. И это опасно, потому что это та горная река, лавина, которая, если к ней подойти, она затягивает и уносит всех. Если не выработать вот этот механизм, который будет все время отслеживать свои чувства, свои эмоции и понимать, что есть правильно, что вот это есть неправильно. Поэтому это необходимо формировать в себе, для этого нужно знание. И одно из знаний, понимание того, что не бывает успеха абсолютно у всех во всем всегда. Когда-то у кого-то в чем-то, потом падает, потом снова появляется. И это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Как некоторые праведники говорили, если бы мне сказали, что у человека все дела правильные, и все слова его правильные, то я боялся бы, что он с ума сойдет. И Фудель ибн Аяд сказали, что если ты увидишь человека, которого казнит правитель за то, что он скажет правильные слова, то есть поправит этого правителя, то он говорит, что ты думаешь, его спросить, про человека, который скажет правду правителю. Он скажет, я боюсь, что его накажут плетьми. Он говорит, а если он проявит стойкость? Я боюсь, что его казнят. А если он проявит стойкость, я боюсь, что его голову постигнет болезнь, которая пробьет его голову, это тщеславие. То есть не может человек не ошибаться, он должен всегда ошибаться, потому что это его природа, его основа. И если человек не ошибается, как мы кажем, что видимо у него все хорошо, и если так на самом деле, то это западня Аллаха Субхану ва Тааля, в которую он попадет, и рано или поздно в нем вырастет тщеславие, из тщеславия гордыня, из гордыни вырастет высокомерие. А потом может привести его к многобожию, что все, что у него есть, он будет приписывать самому себе, и тогда его ждет вечное наказание джаханнам. Поэтому нужно понимать, что мы ошибаемся, что мы не всегда делаем то, что ждет от нас Аллах Субхану ва Тааля. И это ошибаемся и как в мирских вопросах, так и в вопросах поклонения. Понимание этого дает нам возможность принять себя. Принять такого, какого есть. Даже если человек совершил грех, у него есть возможность понять, да, каддар Аллах ма ша фа'аль. То, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Да, что и дальше смотреть, что он сделал такого, что Аллах Субхану ва Тааля ввел его в этот грех, чтобы он об этом задумался. Что ему нужно исправить в его жизни, в чем нужно покаяться, какие деяния исправить, чтобы это исключить. Чтобы не сидеть в чувстве вины, в чувстве вины, что я вот такой плохой. Шайтан всегда приходит, когда человек совершил грех и начинает говорить, да, ты такой плохой, ты ослушался, ты совершил грех, для того, чтобы отчаять раба от милости Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что человек, попавший в грех, должен надеяться на милость Аллаха Субхану ва Тааля, и это должно его побудить к покаянию. И тогда его степень, как вчера упоминали, может подняться больше того уровня, в котором он был раньше. И, возможно, даже годы поклонения не могут ему дать ту степень, которая может дать покаяние
от этого греха, и Аллах Субхану ва Тааля его поднимет на более высокие уровни. И будучи уже, так скажем, психологом, тоже хочу обратить внимание. Чувство вины – это страшные, токсичные, так скажем, чувства. И нередко люди в отношениях, и нередко родители в воспитании своих детей используют это чувство вины, вгоняя в человека в чувство вины и заставляя совершать то, что они хотят от него получить, манипулируя его. И это очень страшно, особенно в воспитании детей, потому что дети приучаются к этому, что ими можно манипулировать, их можно заставлять, и тогда ему будет сложно в этой жизни. Он вынужден будет заниматься тем, что не хочет, потому что его говорят: ну как же ты должен, и так далее. Поэтому здесь тоже нужно обратить внимание, что когда ребенок ошибается, принимать его ошибку, принимать его таким, каким есть, любить его, но не принимать то, что он совершил. И это расклеивать и объяснять ребенку. Да, я тебя люблю, ты вот подарок от Аллаха Субхану ва Тааля, но то, что ты совершил, я не могу принять, потому что то-то, 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 то-то. И это, если мы будем расклеивать, в нем будет расклеиваться. Да, милость Аллаха Субхану ва Тааля велика, и гнев страшен, но можно исправиться от этого гнева. И пророк, саллаху алейхи вассалям, говорил: каждый потомок Адама ошибающийся. И самый лучший ошибающийся тот, кто кается. То есть пророк, саллаху алейхи вассалям, не говорит от своей страсти, от своего незнания, от своего ума. Он говорит от откровения, которое ниспосылалось ему в виде Корана и в виде его сунны. То есть все, что он говорил, нам оставил, это является откровением, которое пришло от Аллаха Субхану ва Тааля. Или теми словами, которые Всевышний не спаслал, его своей речью, или смысл от Всевышнего, а слова от пророка, саллаху алейхи вассалям. И он говорит, что каждый это что значит? Нет людей, которые не ошибаются. Что каждый человек ошибается. Как только что сказал, не может человек быть правильным. Если правильно, что-то в нем проблема. И в жизни не может быть все хорошо. Я однажды сказал одному знающему человеку: вот я знаю по-настоящему счастливых семей, нет пару человек, у них вот то-то, 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 все хорошо. И он спрашивает: а в чем проблема? Я говорю: нет у них проблем. Такого не бывает. Проблемы обязательно должны быть. И если, как говорится, мы видим, что у нас нет проблем, нужно понимать, что мы, возможно, идем в западню. И нужно опять же начать пересматривать себя, свои деяния. То есть пророк сам говорит, каждый ошибающийся, и самый лучший из них, то есть в жизни люди видят, что человек, который совершает праведные деяния, праведные дела, говорит праведные слова, что он: о, машаллах, все, действительно он правильный. Нет, такого нет. Пророк сам говорит, каждый ошибается. Но лучший из них тот, кто кается, тот, кто принимает свою ошибку, кается и исправляется, идет дальше. Не проявляет высокомерие, не отвергает, когда ему указывают на его ошибку, не пытается утвердить свою позицию, придумывая тысячи далилей из Корана и Сунны, что он прав, только потому что это он сказал, или это он сделал. И есть здесь такое понятие: человек, когда слушает и слышит. Нет, точнее, да, правильно. Слышит и слушает. То есть, когда ему говорят, он слышит и может эти, как говорится, слова воспринимать для того, чтобы ответить сразу. А тот, кто слушает, он слушает мысль до конца, переваривает и потом только дает ответ. Для этого нужно время. Поэтому, если кому-то что-то мы говорим, и он не успевает, и мы не успеваем закончить, и он начинает отвечать, или закончить и сразу отвечает, то, скорее всего, он просто слушал. Точнее, слышал, а не слушал. То есть не было у него искреннего желания искать истину. У него было желание только утвердиться. Вот я правильный, ты что? Я столько лет учился, я столько поклоняюсь, я столько знаю, я старше тебя. Миллион причин навсегда для того, чтобы это утвердить.
И поэтому человеку нужно, когда ему говорят какие-то наставления, указаны его ошибки, послушать, что у него в сердце. Или нафс пытается, или действительно сердце хочет поменяться. И если вот эту тонкую работу мы начнем учиться делать, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля нам даст возможность понимать себя, понимать свои ошибки и искать возможность исправлять их. Итак, взяли основу, каждый человек ошибается. И как сказал, чтобы начать строить новое здание, нам нужно зачистить. И нужно совершать покаяние. Нужно делать тауба. Чтобы то здание, которое новое мы будем строить, имана, не было построено на очень шаткой основе. Или вообще без основы. Или основа, которая в основе уже неправильно, как желание самоутвердиться. Иншаллах, если вот эту площадку зачистим, Аллах даст возможность поставить правильную основу. А на него даст возможность построить правильное здание, закрыть правильным перекрытием, и тогда, иншаллах, наш иман будет правильный, биизнилляхи та'аля. И Аллах Субхану ва Тааля любит кающихся. То есть Аллах Субхану ва Тааля в Коране указывает, что Он любит тех, кто кается. То есть это то качество, к которому мы должны стремиться, чтобы заслужить или сделать причину тому, чтобы Аллах Субхану ва Тааля нас полюбил. Всевышний в Коране говорит: «Инна Аллах юхиббу тауабин ва юхиббуль мутатаххирин». Это у нас сура Бакара 222. То есть воистину Аллах Субхану ва Тааля любит кающихся и любит очищающихся. То есть Аллах Субхану ва Тааля в одном аяте собрал очищение наших душ в виде покаяния, как я сказал, то есть вот тот хлам, который мы успели в своей жизни закинуть в свое сердце, через то воспитание, которое нам давали, через просматривание фильмов, через проговаривание ненужных слов, проявление зависти, всего, что окружает нас. Через покаяние мы очищаем сердце от этого. То есть от того, что не является, или, скажем, является нематериальным. И также Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте вместе с покаянием те, которые очищаются, которые очищают свои тела гуслем, которые очищают свои тела омовением, которые очищают свои одежды мытьем. То есть верующий человек должен чистый, благоухающим быть. Очищает свои дома от того, что может осквернить этот дом, от наджиса, от собаки, от рисунка. Очищает свое имущество от запретного богатства. То есть вся их жизнь посвящена очищению как смысловых вещей, так и материальных. И, конечно же, в первую очередь в основу должно ложиться очищение смысловое, имана. Очень много людей, которые уделяют очень сильное внимание телесному чистоту, материальному, красоте, делают дорогой ремонт, ставят дорогую мебель, но при этом забывая чистоту своего сердца. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет нас от этого. Пусть Он даст нам старание очищать свою душу, и не такое может быть стремление к красоте мирской, более скромному образу жизни. Потому что Аллах Субхану ва Тааля может с нас это, не может, а с нас спросит за все богатство, которое мы приобрели, каким путем приобрели и куда потратили. И вот здесь страшно, и как приобрели, и куда потратили. То есть недостаточно, что это мой халяль, и я что хочу, то и делаю. А где потратили? Не было ли это сомнительным? Не было ли это исрафом? И если мы будем думать о чистоте духовной и о чистоте материальной, мы можем подпасть под тех, которые Аллах Субхану ва Тааля полюбит.
Потому что Всевышний сказал, что воистину Аллах любит кающихся и очищающихся. И этот глагол, так скажем, эти два глагола в форме того, что первый глагол тауабина, те, которые много делают, постоянно делают. То есть можно сказать, что просто человек покаялся, и он тот, кто совершил покаяние. А тауабина, те, которые много делают, постоянно делают покаяние. И мутатахирина тоже это имя, которое несет смысл вот этого постоянного действия, которое для них является основой принципа жизни. И как приходит в хадисе, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: поистине Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем любой из вас, когда он неожиданно находит своего верблюда. И как в другом риваяте разъясняется этот хадис, как человек, который оказался в пустыне, и с ним был верблюд, на котором была его провизия, и верблюд транспорт, при помощи которого он может выйти через эту пустыню, и вдруг он задремал и просыпается, этого верблюда нету. То есть нет транспорта, на котором он может спастись. Нет провизии, которая могла бы ему дать возможность жить, пить, пока он выйдет из этой пустыни. То есть человек остается без всего, и он начинает искать, и он не находит, и его постигает отчаяние, что он умрет здесь от голода, жажды, беспомощный, не имея возможности получить помощь ниоткуда. И когда он доходит к крайней степени отчаяния, что он опять теряет сознание и засыпает, и потом приходит, просыпается и смотрит, что верблюд рядом с ним, со всей провизией, и он даже привязан, от радости он пытается поблагодарить Аллах Субхану ва Тааля, сказав: «О Аллах, ты мой Господь, а я твой раб». Настолько была его радость, что он это перепутал, сказал: «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». То есть насколько нужно человеку пережить этот страх, отчаяние, а потом обрадоваться, что он поменяет все сверху вниз, с ног на голову, что Аллах назовет своим рабом, астафирулла себя Господом Аллах Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану ва Тааля больше радуется покаянию своего раба, чем этот раб в этой ситуации. И если так Аллах Субхану ва Тааля любит, радуется, и пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, что лучшие люди, которые каются, то почему бы нам не оказаться среди них? Почему бы нам не занять себя покаянием? Не только когда мы совершим какой-то грех, астафирулла, аузу билля, что? А каяться всегда. Нам всегда есть в чем каяться. Хотя бы даже в том, что Аллах Субхану ва Тааля нам дает огромные блага каждую минуту, каждое мгновение. И мы созданы для того, чтобы поклоняться, благодарить Аллах Субхану ва Тааля. И мы это не можем совершить должным образом, чтобы отблагодарить Аллах Субхану ва Тааля. А не является ли это поводом для покаяния? Да, это является поводом для покаяния. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям делал покаяние, как приходит в хадисе того, что он сам говорил, что он делает больше, чем 70 раз в день покаяний. И как приходит от сподвижников, от жен, что он действительно совершал 70 или в другом риваяте 100 раз покаяние в день, это только то, что они увидели от него. И некоторые, скажем, толкователи говорят, что цифра 70 и 100, она не ограничивается этой цифрой, потому что слово 70 используется даже в Коране в виде много раз по поводу тех, которые были лицемерами. И Аллах Субхану ва Тааля сказал пророку саллаллаху алейхи вассалям: даже ты, если им 70 раз простишь, Аллах их не простит. Это не значит, что если 71 раз попросит прощения пророк саллаллаху алейхи вассалям за них, что Аллах Субхану ва Тааля их простит. Нет, даже 70, даже, то есть много, бесконечно. Поэтому мы можем здесь предположить, что цифра 70 говорит о том, что пророк говорил много, очень много это покаяние.
Поэтому и в сунне пророк саллаллаху алейхи вассалям приходит, что после самого важного поклонения, после имана, пятикратного намаза, в сунне пророк саллаллаху алейхи вассалям приходит после того, как пророк саллаллаху дал салям, он 3 раза говорил астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. То есть после выполнения приказа Аллаха Субхану ва Тааля, выполнение поста, самое величайшее деяние, которое совершает человек, пятикратный намаз, что в сунне у нас просить прощения у Аллаха Субхану ва Тааля. И также приходит указание в Коране, что когда паломники будут уходить из Арафата, то есть день Арафата, когда пришли, они просить у Аллаха Субхану ва Тааля прощения, делать покаяние. И после заката солнца они уходят. Аллах Субхану ва Тааля указывает, что они должны начать с покаяния. То есть после того, как они уже совершили один из постов ислама, и Аллах Субхану ва Тааля обещал, что не будет столько людей, освобожденных от джаханнама, как в день Арафата, и что как приходит, что даже шайтан ощутит, настолько он себя ничтожным, низменным, как никогда себя, что он столько трудился в том, чтобы заблудить этого раба, чтобы он стал ахли джаханнам, и он приходит на Арафат и делает покаяние, делает дуа, и Аллах его говорит: ты освобожден от джаханнама. И шайтан чувствует себя ничтожным, что все его труды были уничтожены. И этот человек стал запретным для джаханнама. С этого момента, с этого поклонения начать дальше движение с покаяния. Поэтому покаяние это не только тогда, когда человек совершил зина, выпил спиртное, взял кредит, убил человека, астагфируллах, от всех этих деяний, но и тогда, когда он как бы не видит свои грехи по тем или иным причинам, или потому что у нас нет понимания, ощущения этого опасности греха, или по причине того, что мы не знаем, что является это грехом, и все равно его совершаем. Как праведные предки говорили, сподвижники говорили, табиин говорит: вы, говорит, видите грех как муху, которая летает у носа, пытаетесь вы от нее отмахнуться. А в наше время это видели как гора, которая над тобой и готова упасть на тебя. То есть, понимаете, в каком состоянии страха человека, когда что вот огромная гора, глыба над ним, и вот она вот должна упасть. И как человек, который отмахивается от мухи. То есть одно и то же деяние в наше время, говорит, воспринимали так, а вы воспринимаете вот так. А что же говорит про нас? Сколько мы отдалились от них и сколько мы отдалены от религии. Но, иншаллах, не нужно отчаиваться. Нужно помнить милость Аллаха Субхану ва Тааля. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: однажды я скучаю по моим любимым. Сподвижники сказали: а не мы ли, мы твои любимые? Сказал: вы мои сподвижники. Но будут люди, которые придут перед судным днем, и для них держать религию будет так же сложно, как человеку, который держит свой уголек в руке. То есть люди, которые, держа свою религию, ощущают ту сложность, которая для них является. То, что они страдают, то, что их не принимают, то, что их, может, клеймят и так далее. И им, говорит, будет награда 70 человек. Сподвижники спросили: из них или из нас? И пророк сказал: из вас. То есть человек, когда тяжело ему держать религию, он может держать эту религию и иметь за эту награду больше, чем в 70 раз сподвижники. И как сказали, эта цифра может указывать и на большее. Но это не говорит, что он может достигнуть степени сахаба. Степень сахаба — это очень высокая степень, которая дана им. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране про них, что Он ими доволен, и они ими довольны.
То есть, как человек, так скажем, раньше были графы, различные князья, и он может быть из этого рода, и он может быть не иметь, скажем, вот эти почести или богатства, но его вот эта степень, она остается. Как бы с ним не было, что не было. То есть, степень сподвижников остается степень. Но человек потом уже, которому сложно было держать религию, когда он шел в одно направление, а общество в другое, когда он вставал на пост, а ему говорили: ты дурак, зачем ты это делаешь, тебе нужно идти на работу, тебе нужно учиться. И он все равно вставал на сухур, делал сухур, весь день находился на работе, на учебе, а потом делал ифтар, возможно, скромным, а может и ничего не было, и вода. А потом он вставал еще на таравих и лишал себя сна. И Аллах Субхану ва Тааля ему дает эту награду, потому что ему было очень тяжело. И приведу слова одного из ученых, которому мне пришлось видеть, у которого довелось учиться, шейх Мухтар Шанкайти, один из величайших факихов этого времени. Живет он в Медине и в свое время в Исламском университете преподавал. И однажды на уроке, когда он упомянул этот хадис, на сегодня говорят, что, говорит, это возможно, говорят, что наше время пришло. То есть здесь, говорит, Саудии говорят, что это возможно про нас. Нет, говорит, это не про нас. Представьте, ребенок начинает ходить в мечеть, учить Куран. В школе радуются, в семье радуются, соседи радуются, все радуются. Машаллах, Куран учит, хафиз будет. Но есть, говорит, люди, где это не так. И он сказал, что, возможно, это республики постсоветские России, где ребенок, когда начинает ходить в мечеть, родители встают против него. Школа встает против него. Все против него встают. И он, несмотря на это, ходит в мечеть, принимает ислам или начинает придерживаться ислама. Возможно, в хадисе, говорит, это про них. И в мою душу такая радость закралась. Возможно, это про нас. Поэтому нужно стараться быть на этом пути. И этот путь начать именно с покаяния, с очищения всего того, что может мешать нам установить это правильное здание. И этот процесс не только для того, чтобы начать. Этот процесс должен нашим повседневным опытом, привычкой все время контролировать себя, контролировать свои деяния. А является это слово, которое я хочу, тем, что любит Аллах Субхану ва Тааля? А является ли это слово, которое я хочу сказать, причиной моего вхождения в рай? А это деяние как? А это нужно ли оставить? И если мы будем это делать расчет, мы будем понимать, где мы ошиблись, где мы допустили ошибку, и начнем делать истигфар. Поэтому в сунне приходит в утренних зикрах, в вечерних зикрах говорить астафируллах по 100 раз. Почему? Для того, чтобы начать день с того, чтобы просить прощения за то, что было ночью. А вечером просить прощения за то, что было днем. Чтобы не оказаться среди тех, которых вот этот грех у него запишется. Потому что есть ангелы, которые он пишет наши деяния. И если человек совершил праведное деяние, ангел с правой стороны записывает его сразу. А тот, который слева, записывает плохое деяние, когда он хочет записать, ангел справа говорит: подожди, может быть, он покается еще. И откладывает эту запись, пока не уйдет день. То есть Аллах Субхану ва Тааля дает нам возможность следовать за грехом из покаяния. Стирать этот след, как приходит в хадисе, говорит: если что, совершили вы грех, то последуйте за ним праведным деянием, сделайте кафара, возможно, оно это стерет. И как приходит в хадисе того, что есть каждый грех ставит точку на сердце, и это слово нукита, то есть как смысл того, что оно как огромный камень упал с высоты, с неба и пробил землю, оставил отпечаток. То есть смысл слова нукита именно вот такой несет. То есть представьте, с неба падает камень,
так что он пробивает какую-то пробоину в земле. То есть представьте, этот грех делает вот эту пробоину в нашем сердце, и эта часть сердца омертвляется, она становится черной. И она будет нести след в течение этой всей жизни человека. Если не покаяться, и это покаяние будет очищать, оживлять это место, и, иншаллах, сердце будет обретать ту силу, которую дает Аллах Субхану ва Тааля изначально человеку. То стремление, которое его будет толкать к поклонению, то желание довольства Аллаха Субхану ва Тааля, которое не даст человеку проявлять беспечность, не даст возможность человеку лишний раз расслабиться и заняться бесполезным, ненужным, а еще хуже даже греховным, то состояние сердца, которое будет побуждать раба, мотивировать раба, толкать к поклонению. То место, в которое, когда попадает аят или хадис, слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, сердце начинает трепетать, оживать и толкать человека. Как сердце, которое у нас есть, качает кровь, когда мы чувствуем какую-то радость или какой-то страх, начинает выделяться адреналин и начинает качать кровь. Для чего? Для того, чтобы у человека была возможность действовать. Чтобы кровь пошла по жилам, дошла до мышц, и человек начал действовать. Поэтому также вот это сердце, которое и образное, так скажем, сердце, нематериальное, в котором находится иман, чем больше в нем будет этого чистого, от природы, от фитры, тем быстрее оно будет откликаться на все призывы, которые к нам приходят от Аллаха Субхану ва Тааля из Корана и от сунны пророка саллаллаху алейхи вассалям. То есть как здоровое сердце, чем здоровее она, тем лучше прокачивает сердце, и чем слабее, тем оно пыхтит и не может прокачать. Поэтому вот это сравнение пусть будет перед глазами. Чем плеще сердце, тем оно будет сильнее толкать. Также в хадисе приходит того, что эти грехи могут покрывать сердце, пока оно не станет черным, сине-черным, и это сердце от шайтана. И эти грехи покрывают мутностью, то есть у сердца становится мутное. У сердца есть взор, которым Аллах Субхану ва Тааля дает человеку видеть истину истиной, ложь ложью. Это не те два глаза, которые у нас здесь на лбу, а то зрение, которое дается нам в сердце в имане. И оно не зависит от того, как человек видит хорошо. Может он быть даже слепым, но при этом он может видеть истину истиной, а ложь ложью. И это станет лучше, чем даже те глаза, которыми он видит. Потому что он будет убережен от греховного, от того, что вызывает гнев Аллаха Субхану ва Тааля. И вот эта, скажем, мутность, она будет зависеть от грехов. Чем больше грехов, тем мутнее человек. Как я сейчас вижу вас хорошо более-менее. Но если я снимаю, вы так начинаются ваши контуры расплываться. То есть получается, как будто вот эта чистота возвращается, и тогда человек начинает видеть то, что должен видеть, так скажем, надлежащим образом, грех грехом, а благое дело благим деянием. Пусть Аллах Субхану ва Тааля очистит наши сердца от всех наших грехов, отдаст нам тауфик, благословление, быть из тех, которые действительно кающиеся, которые любят Аллах Субхану ва Тааля, которых Аллах Субхану ва Тааля ведет своим праведным путем. Пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам возможность совершить истинное, правильное покаяние тауба насуха, и в нашем сердце появится отвращение к тем делам, которые вызывают гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что если этого нету, человек может удерживать себя от греха, потому что это грех, но сердце может желать. И возможно в один из дней желание окажется сильнее того, что человек держит, и человек может впасть в грех. Чтобы этого не было, человек должен делать тауба, чтобы Аллах дал ему тауфик, возможность совершить тауба насуха, и тогда в этом сердце будет отвращение к этому греху. Как только оно будет появляться, оно будет убегать от этого. Пусть Аллах Субхану ва Тааля, о Аллах, мы просим у Тебя, дай нам возможность совершать это покаяние тауба насуха. Сделай для нас это привычка, сделай для нас в этом сладость поклонения.
И дай нам возможность, дай нам знание видеть праведные деяния и отличать их от греховных. И дай нам возможность, чтобы мы, следуя сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям, совершали и утренние зикры, и вечерние, и там делали тебе покаяние. Чтобы наш язык не просыхал от покаяния и благодарности, так как состояние раба должно находиться между двумя состояниями. Если к нему приходит благо, что он благодарит, а если он совершает ошибку, грех, он кается. Чтобы наш язык не просыхал, кроме как от поминания тебя, благодарности и покаяния. И прими от нас наши скромные деяния и сделай нас из тех, которые выйдут из этого месяца освобожденными от джаханнама, обрадованными раем, с теми, которые стремятся только к твоему довольству. Сделай наши последние слова «Ашхаду ан ла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». Сделай нашу могилу садом из райских садов. Дай нам возможность зайти, или дай нам по своей милости зайти в рай без расчета наказания с пророком саллаллаху алейхи вассалям. Убереги нас от наказания джаханнама. Аллахумма амин. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет от нас наши деяния, и пусть эта встреча станет причиной того, что мы соберемся вместе, иншаллах, в раю. Баракаллаху фикум, субханаллах, бихамдихи, ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.